Подписчики уфимской блогерши попали на сотни тысяч рублей. Страничку девушки в Инстаграме взломали и объявили розыгрыш от ее лица. Доверие аудитории сыграло на руку мошенникам. В итоге десятки обманутых. Подробности у Анастасии Ильчебаевой. И суперприз $3600. Выделен бюджет. Да, и вот что как будто $15 000 мы вот просто решили раздать. На этом розыгрыше и вправду удалось обогатиться. Но не участникам, а его организаторам. За 8 лет Эльвира собрала в Инстаграме 134-тысячную аудиторию. Девушка рассказывает про психологию, саморазвитие и финансы. На последнем и сыграли взломщики. Страницу угнали и объявили беспрецедентный розыгрыш. И, о чудо, выигрывал каждый заходящий по ссылке на сайт. Нужно лишь оплатить перевод средств. Они сделали нарезки из моих старых прямых эфиров, где я как будто бы говорю со своими подписчиками и призываю их участвовать. Люди платили там 3, 5, 10 тысяч. Одна девушка заплатила 50, там 75 тысяч платили. То есть это люди, которые были на меня подписаны годами. Они подумали, что Эльвира же точно не будет обманывать. И когда они перечислили и поняли, что это мошенники, первая мысль была: неужели Эльвира мошенница? То есть мне до сих пор пишут и на почту, в личку, везде сообщения о том, что Эльвира, вы обманываете людей, вы разводите людей на деньги. Но Эльвиру саму пытались развести. За возврат аккаунта мошенники запросили 100 тысяч рублей, добавив: за каждую попытку самостоятельно вернуть себе страничку сумма будет расти. Сейчас страница заблокирована. Эльвира пытается вернуть аккаунт через службу поддержки. Обязательно нужно защищать, во-первых, свои странички, ставить двухфакторную аутентификацию, зарегистрировать почту на gmail.com, потому что Mail.ru взламываются вот так по щелчку пальца. У меня стояла защита везде, мой пароль не знал никто. Мошенники просто взломали почту. Но бывает, что не спасает и двухфакторная аутентификация. Это защита в соцсетях, которые, если видят, что в аккаунт заходят с другого устройства или другой страны, просят подтвердить вход, отправив запрос на телефон. Но если вы поймали кейлогер, программу, запоминающую введенные вами пароли, то этот барьер тоже падет, говорят специалисты из сферы IT-безопасности. Кейлогер вообще он пишет, какой у вас браузер, какой у вас айпишник. То есть подделать это потом можно и обойти защиту, в принципе, соцсети. То есть залогиниться она ничего не скажет. Инстаграм в последнее время накрыла волна угона страниц. Взламывают независимо от количества подписчиков. Мошенников привлекают и блогеры-миллионники, и странички с несколькими сотнями фолловеров. Так что меры безопасности ни для кого лишними не будут. Систему обновлять, антивирус поставить. Большинство, как очень низкий, скажем, процент вероятности, что вы сможете подцепить. Хотите полную безопасность, не знаю, поставьте Linux, под него просто вирусы не пишут. Его мало используют, вряд ли это команды, и это даже не хакеры это делают, это просто люди, которые нашли инструмент. Сейчас Эльвира пытается подсчитать, скольких людей и на какую сумму обманули взломщики, но уже понятно, что это десятки человек и сотни тысяч рублей. Девушка собирается обращаться в полицию, чтобы мошенников из виртуального мира наказали в реальном. Анастасия Ильчебаева, Булат Закирьянов, Новости, Уфа.